Друзья, сегодня 4 июля 2025 года Россия снова массированно атаковала Украину. Более 550 дронов, более 10 ракет запущено по Киеву, по другим городам Украины. В связи с этим у меня вот что есть сказать. Поведенческий паттерн террористической поддержки дипломатической активности – кейс Российская Федерация. В международной практике взаимодействия с Российской Федерацией с период с 1994 года по 2025 год неоднократно зафиксированы совпадения, визиты мировых лидеров в Москву или их переговоры с Россией происходили в те же дни, когда на территории России или в иных зонах ее военного конфликта совершались крупные операции, теракты, убийства политических и военных противников, либо массированные удары по другим государствам. Ниже приведу ключевые совпадения. 21 апреля 1996 года президент США Билл Клинтон прибыл в Москву для участия в саммите по ядерной безопасности и переговоров с Борисом Ельциным. В тот же день в селе Гихичу в Чеченской республике Ичкерия в результате ракетного удара российских вооруженных сил был убит Джохар Мусаевич Дудаев, легитимно избранный народом Чечении на демократических выборах президент Чеченской республики Ичкерия, независимого европейского государства. 16-17 апреля 2004 года президент Франции Жак Ширак находился с официальным визитом в Москве, где проводил переговоры с Владимиром Путиным. 16 апреля в Чечении был убит Абу Аль-Валид, один из ключевых командиров иностранных добровольцев, сражавшихся на стороне чеченских вооруженных сил. 31 августа 2024 года канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву на переговоры с президентом Путиным. В тот же день в столице произошел теракт у станции метро Рижская. Террористка-смертница привела в действие, якобы террористка-смертница, привела в действие взрывное устройство, в результате чего погибло 10 человек, 46 человек получили ранения. 24 марта 2017 года Мари Ле Пен, кандидат в президенты Франции и лидер партии Национальный фронт, находилась с визитом в Москве, где встретилась с Владимиром Путиным. В ночь с 23 на 24 марта в станице Наурская, Чечения, произошло нападение на воинскую часть Росгвардии. Погибли 6 российских оккупантов и 6 якобы нападавших также были убиты. Ответственность за нападение взяла на себя российско-арабская террористическая организация «Исламское государство». 4 июня 2025 года президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Основной темой стали атаки украинских сил на российские аэродромы, операция «Паутина». В ночь на 5 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины, включая Киев. 3 июля 2025 года Дональд Трамп вновь вел переговоры с Владимиром Путиным, телефонные переговоры, в ходе которых выразил разочарование отсутствием прогресса в переговорах о прекращении огня в Украине. Спустя несколько часов, в ночь на 4 июля, Россия нанесла крупнейший за весь период конфликта удар по украинской территории, использовав около 550 дронов и более 10 ракет. Судя по времени начала атаки, ее планирование и запуск происходили уже во время переговоров. Возможные цели и интерпретации действий. Демонстрация силы и решимости, каждый удар, каждое убийство, каждый теракт в день визита или переговоров показывает, Россия не преклоняется ни перед кем. Даже в момент визита или звонка мирового лидера она способна действовать жестко, беспощадно и по-своему. Запугивание и давление – это изощренный психологический шантаж и демонстративная угроза.
Пренебрежение и унижение. Такое совпадение событий – это не просто сигнал, а публичное унижение. Это в частном виде, в чистом виде КГБшная тактика оскорбить, запугать, оставить осадок, вызвать раздражение, но не дать повода для официального ответа. Дискредитация партнера. Логика проста. Переговоры с Россией сопровождаются кровью, жертвами и разрушениями. Такие действия не только создают токсичный информационный фон, но и сознательно связывают фигуру визитера с происходящим насилием в восприятии широкой общественности. Это позволяет российской стороне формировать двойной сигнал внешнему миру и внутреннему электорату, выставляя иностранного партнера либо как бессильного наблюдателя, либо как соучастника. А также дополнительно пропагандистский эффект и отвлечение от внутреннего кризиса. Представленные хронологические совпадения не доказывают прямую причинно-следственную связь между дипломатическими контактами и актами террора. Однако их регулярность и повторяемость формируют устойчивый паттерн поведения. Согласно методологии ООН по документированию нарушений, выявление такого поведенческого паттерна само по себе является достаточным основанием для инициирования независимого международного расследования. Совокупность совпадений между визитами и переговорами мировых лидеров с руководством Российской Федерации и трагическими или масштабными событиями, происходящими в зоне ее оперативной ответственности, указывает на наличие воспроизводящейся схемы действий. Эта схема требует пристального внимания со стороны международных аналитиков, правозащитных структур и политических институтов. Независимо от того, обусловлены эти совпадения прямым планированием, либо представляют собой осмысленное использование текущих обстоятельств, их систематичность указывает на вероятное сознательное применение силовых методов как элемента внешнеполитического инструментария Российской Федерации. И пока мировые лидеры продолжают разговаривать и искать компромиссы, Россия продолжает делать ставки на смерть и страх. Аслан Арцуев, председатель правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия, 4 июля 2025 года.